Біз yayınımızны devam etemiz. Musafirimizdен Subet olacak Epoha Ahmetxan. Tamam, bu adını yanı film taşый ve bu haqta onun müellifi bizge şimdi tarif edecek. Bizim stüdyamızda Epoha Ahmetxan Sultan Vesikalı Bedi filminin müellifi Elvina Mimetova. Сelamun алейкум. Алейкум селям. Hoş geldin stüdyamızda. Как настроение? Настроение прекрасное. Ваше как? У нас Рабочее тоже с все утра. рабочее, все прекрасно. Очень важное мероприятие ждет нас всех сегодня вечером. Готовы ли к мероприятию? Да, сегодня у нас действительно важное мероприятие. Как известно, мы на протяжении 2 месяцев готовились к фильму «Эпоха Ahmetxan Sultan». Сама премьера выйдет 25 числа в 8 вечера на нашем телеканале. А сегодня у нас такой предпремьерный закрытый показ в Крымско-татарском театре. На самом деле очень волнительно сейчас, как бы сказать, в предвкушении, потому что была проделана большая работа, и пока еще оно не вышло в эфир, и вот зритель еще не посмотрел, очень переживаешь внутри, какие же будут отзывы, какие мнения. В общем, как-то вот немножко такое настроение, с одной стороны и радостное, с другой вот такое напряженное немного. Действительно, колоссальный труд был проделан, и в целом тема личности и деятельности Ahmetxana Султана неоднократно освещалась нашими коллегами с других СМИ. Достойной работы мы видели. Не страшно ли было взять и работать именно с этой темой? Но кто такой Ahmetxan Sultan? Это дважды герой Советского Союза. Это неповторимая и непревзойденная личность. Летчик-ас. Разумеется, создавать фильм про такого великого человека было непросто. И, опять повторюсь, волнительно. Ты права, очень много материала на тему Ahmetxana создано, и потому одна из сложностей заключалась как раз-таки в том, чтобы не повториться и показать, раскрыть Ahmetxana с какой-то другой стороны, с такой, с которой его еще не видели, возможно. Изначально на этапе прописания сценария была задумка показать вот именно переживания Ahmetxana, именно его душевную составляющую, его вот жизнь. Но после пришла к выводу, что все-таки не нужно отделять что-то одно от другого, что нужно на всем в определенной мере сделать акцент. И тогда в совокупности получается что-то такое творческое, что-то то, вот чего, наверное, ты и добиваешься, когда пишешь сценарий. Потому что нельзя не сказать о заслугах героя и просто полностью посвятить его личной жизни. Конечно. Поэтому вот мы соединили это все в одно, и я думаю, что у нас, наверное, получилось. Наверняка ваша команда в ходе подготовки пересмотрела кучу материала, кучу других фильмов. Чем ваша работа, чем ваш фильм отличается от других? Ой, Сахал Фетислям за такой вопрос. Мы с нашим режиссером, обсуждая уже в процессе, когда увидели готовую картину, мы с ним так переглянулись, посмеялись, потому что изначально мы планировали 26-минутный такой вот короткометражный, да, документальный фильм. В итоге у нас получилось 56 минут, и вот я смеюсь и говорю, ну что, скоро будем в кинотеатрах у нас смотреть. Ну вот такая вот добрая шутка. На самом деле мы в процессе съемок, когда мы выезжали, когда мы что-то планировали, мы вот режиссер Виктор Лопата, мы с ним обсуждали, как мы будем снимать, что мы будем делать. И когда вот мы уже сели и посмотрели, нам очень с ним понравилось. Возможно, было бы еще больше времени, мы бы доработали. И вот сам Виктор сказал, а такого фильма, наверное, еще и не было. И я, пожалуй, с ним соглашусь, потому что в основном все вот эти кинокартины строились на архивных планах, на углубленной истории, на мнениях экспертов, которые вот говорили, скорее всего, вот однобоко, да, в одном направлении. Мы же, поскольку это наш соотечественник, наш герой, нам захотелось его вот показать с разных сторон. И мы не остановились только на документалистике, мы ушли еще и в художественное направление. Мы экранизировали жизненные ситуации, которые происходили с Ahmetxaном, показали его желания, его мечты, так сказать, которые не все удалось воплотить за 50 лет, которые он прожил. Поэтому я думаю, что у нас есть отличия, какие, наверное, зритель уже каждый сам для себя их обозначит. О режиссере мы услышали, и, конечно же, хотелось бы спросить, хотелось бы узнать, да, кто еще вошел в съемочную команду фильма «Эпоха Ahmetxan Sultan»? Ну,
режиссер у нас, я как автор, и у нас был оператор Асан Ибраимов, тоже похвалю сегодня всех, очень ответственный оператор, у которого есть инициатива, у которого есть желание действительно творить, и мы все прониклись, наверное, историей нашего героя, и команда, на самом деле, если говорить в целом о команде, она была большой, начиная от нашего коллектива, от руководства и заканчивая непосредственно теми объектами, в которых мы снимали, те же музеи, те люди, с которыми мы общались, которые нам предоставляли какую-либо информацию. То есть все они, скажем так, команда, которая помогла нам вот воплотить наш замысел в реальную жизнь. Сложно ли было найти актеров? Актеров, наверное, самым сложным было подобрать актера, похожего на Амитхана вот на что Султана. опирались в первую очередь при подборе актеров? И нам удалось, знаете, вот у нас получается, как идет картина, мы постарались показать Амитхана в разные периоды его жизни. Это когда он был школьником, когда он уже был на войне и когда был после войны, уже взрослый. И детей мы нашли очень быстро. И так много деток, похожих на Амитхана Султана, что... Ну, у него типичная внешность. Да, ну не совсем типичная, конечно. Что мы прям вот, когда пришли с Виктором выбирать, ну, как бы на просмотр, да, кастинг, мы даже не знали, на ком остановиться. Ну, с актерами, которые уже профессионалы, было проще. Благодаря Крымско-татарскому театру мы нашли тех актеров, которые нам нужны. И Амитхан, который уже был взрослый, в 50-летнем возрасте, это не актер, человек, ну, не профессионал, но он очень похож, и у него получилось то, что мы от него требовали. И я думаю, ну, вы все увидите, уже совсем мало времени осталось, результат, и вы поймете, что действительно наши персонажи, они похожи на Амитхана, и каждый постарался отыграть свою роль, от деток до взрослого человека. На какие источники опирались при подготовке материала для фильма? Потому что здесь очень важно не допустить каких-то ошибок. Да, ты права. Вот это, наверное, было самое такое большое переживание, чтобы что-то не упустить, что-то не перевернуть, потому что действительно это история, и на исторические темы создавать фильмы или еще что-то очень сложно. И основными источниками это были живые люди, которые, слава Аллаху, по сей день живы, которые были знакомы с Амитханом Султаном, которые с ним вылетали на испытания, когда уже Амитхан работал в летном исследовательском институте в городе Жуковском Московской области. И эти люди, историки, наши крымские, да, эксперты, они, пожалуй, нам принесли самый большой вклад в наш фильм, на их слова, на их историю мы опирались. Ну, разумеется, конечно, не обходилось и без литературного материала. Это и немало книг, посвященных Амитхану Султану, это и статьи, это и архивы, в которые мы давали запрос. Поэтому источников у нас было много, и вот, а именно вот факты интересные, мы вот ото всех пытались вот что-то взять, что-то вытянуть, что-то услышать, и уже это все вот выплеснуть в фильме. Были ли какие-нибудь трудности, загвоздки в ходе производства фильма? Ну, пожалуй, одна из основных трудностей – это не ошибиться, не повториться и не так уж много времени. То есть приходилось перепроверять, пересматривать? Да, мы что-то переделывали уже, например, какие-то сцены, которые из жизни, да, Амитхана. Мы выезжали на съемку, у нас, например, один сценарий, но мы видим, что здесь нужно уже на месте что-то подкорректировать, и вот что-то изменяли, что-то добавляли, что-то, наоборот, убирали, потому что оно было лишним. Но это такой рабочий процесс, как бы при уже самой работе непосредственно ты находишь, либо что-то улучшаешь, либо, наоборот, что-то убираешь, чтобы не испортить. Ну, особых таких сложностей не было, как бы благодаря нашей команде, которая действительно горела своим делом. Мы вот как-то все вот вместе обсуждая, это все вот и создали. Открыла ли ты для себя или другие участники вашей команды что-то нового из жизни и деятельности Амитхана Султана? Да, мы действительно открыли для себя немало, но не буду раскрывать, конечно же, все карты. Вы об этом увидите и узнаете в фильме. Но я для себя вот увидела Амитхана таким вот совершенно добрым человеком, совершенно не гордым. Для меня это
такой простой души человек Амитхан Султан, хоть и как звучит дважды герой Советского Союза, но несмотря на все это, это личность, которая забывала о своих наградах, забывала о своей значимости для всей авиации в целом. И он просто любил свой народ, свою родину, свое дело. Для него небо это было не просто работа, и не хобби, и не какое-то увлечение однодневное. Это небо для него была целая жизнь. И когда человек горит своим делом, он полностью ему отдается и вот посвящается. И я же говорю, человек сделал столько всего, а вот такой простой. Поэтому было приятно с ним познакомиться еще ближе. Чахсагл, что посетила нас сегодня. Мы желаем успехов в сегодняшнем мероприятии. Да, мы все в ожидании. Я думаю, что, посмотрев анонсы, наши телезрители тоже в ожидании премьеры фильма. Хайрлы күндер. Сагыл, сізге. Ве, сайглы достар, мана Эльвина Зинадашымыздың сөзлерінден соң біз да пек бұл фильмні көрмеге істейміз. Сабырсызлықнен оны Миле телеканалында беклейміз, ве мен еминім сіз да оны бекледжеңіз. Шымды есе бізім яйнымызны бір шиыр. Яраштырачақ келіңіз бераберлікте бұл рубриканы сейір етейік.